Дорогие друзья, ну вот, случилась замечательная, прекрасная новость от нашей замечательной знакомой. Это Нары Мартынова. Она дизайнер, художник, и она открыла свою студию. Представляете? Это очень здорово, мы так рады. И сегодня, конечно, она пригласила нас к себе. Сегодня в этой студии она нам покажет, как изготовить очень интересные серьги из меди. Ну что, Нары, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, садимся. Вот в общем, ваше хозяйство, ваше царство. Мы будем делать серьги из меди. Я выбираю иногда такой металл из меди, либо из мельхиора, потому что латунь, она может вызывать у некоторых людей аллергию. Поэтому я медь, особенно такая вот более тонкая выбирается, 0,5 толщиной, и она лечит, как бы полезна для пожилых людей, например, да. А вообще мельхиор, она является тоже более благородным металлом, и она тоже используется как аналог серебра, более дешевый. Сейчас я буду рисовать на кальке. Это калька у меня тут. И сначала я набросаю рисунок и буду переводить на металл. Вот. Серьги якутские, да? Якутские, более такие универсальные, простые по форме. Ничего такого сложного нет. Главное уметь пользоваться базовыми инструментами. Это лобзик, сверление. Это ювелирное? Это ювелирное, да, это просто обычные базовые инструменты. А что вы это делаете сейчас? Сейчас я пластилином набиваю вот это вот, как сказать, буду набивать рисунок, поэтому он мне нужен. Пластилин. И тогда рисунок будет наноситься более четко, да. Непростая бумажка. Это калька, да? Это калька. Она будет как используется для перевода рисунков. И главное использовать карандаш более мягкий, чтобы рисунок отпечатался более четким. Если использовать холодный карандаш, ну, то есть H2, там рисунка не будет видно. Не подойдет. Особенности работы именно художника, ювелира, да? Да, такие вот особенности. Как вы открыли свою мастерскую? Мы так рады за вас. Всегда для ювелира, для художника нужна своя мастерская. Для работы, для творчества. И как бы для дома она не подойдет, ну, как бы с инструментами работать. Во-первых, шумно, пыльно, поэтому лучше иметь свою мастерскую, либо арендовать, либо вот купить помещение лучше. Ну, что и самое дорогое, да? Да, самое дорогое. Из всех вариантов. Вы дорисовываете, да? Вернее, вы уже перевели и да, сейчас просто еще раз. Я сейчас перевела и немного дорисовываю, чтобы было видно, где резать. Это ручкой, да, уже такой остренькой? Ну, сейчас я карандашом отмечу, потом буду острой ручкой с иголкой буду обозначать места, где я буду их резать. Сейчас посмотрим. Такая работа, она проводится со всеми видами, ну, по толщине меди? Ну, она может быть разной, либо тонкой, может быть, либо толстой, но желательно по толщине 0,5, 0,6. Полмиллиметра, ой, ну это полсантиметра получается, да? Да. Ого, ну толстенькая. Вот у меня такая ручка острая, металлическая, специальная. Ювелирная. Ювелирная, да. Пластины вы где-то заказываете? Да, пластину я могу заказать в интернете.
Есть разные толщины, любые вообще, и даже есть трубы, можно делать, эти трубки для тоже украшений, резать просто. И можно... И сваривать, да, их или как? Ну, сваривать не нужно. Если сгибать листовая, нужно. да, если листовая, то можно сгибать. Свернуть в трубочку, да? Свернуть в трубочку можно, да. Либо резать и сверлить можно. Сейчас я найду место. Это у нас свечка. Это как бензин. Обычно ювелиры всегда как-то ассоциируются, что вот ювелир – это мужчина обычно. Как? Для дизайн, ювелирный дизайн для женщин, она более хорошо идеи там привносит, да, и придумывает. А так мужчина, конечно, в мастерстве может быть лучше, но и женщины, конечно, Не отстают. Не отстают, да. Можно, да, использовать ножницы, можно использовать, также можно использовать лобзик, вот сверление можно. Ну, определенные вот функции, которые нуждается листовая медь, например. В литье она не подойдет. Вот я немного часть отрежу, чтобы она тут не мешала. Интересно, так как рождается украшение? Да, она вот так рождается. То вот по частям я ее отрезаю, чтобы более потом легче было дальше работать. А вот такие вот, знаете, мелкие детали, которые вот, ну, изгибы такие тонкие, это тоже вот с помощью напильника вот этого можно, да? Ну, лобзика. Изгибы, да, напильником я пройдусь вот сюда. По рисунку, по линии рисунка. Я сейчас беру вот эти вот надфиля и хожусь по краям, чтобы не было заусениц, там мелких повреждающих металлических крапинок. Убираю, чищу, чтобы линия была более ровной. Я специально взяла такой с полусферой напильник, и другая часть более плоская, другая круглая. Ею легче управлять. Где места с изгибами, я использую сферой, ну, с кругом.
она не нуждается в надфиле. Дорогие друзья, ну вот что у нас получилось из того, что мы вам показали. Проработали все вот эти вот Так, внутренние, да. да, внутренние части, тоже лобзиком, да? Тоже все обрезать лобзиком, пилится. Я бы хотела немного рассказать, наверное, о своем бренде. И начну, наверное, пожалуй, с самого популярного бренда нашего, украшения нашего бренда. Это, конечно же, украшение трансформер на Ренсимех. Вот она. И идея, которая появилась у меня около 2 лет назад. Вот она как одевается. В процессе я придумала разные способы носки. И она одевается как бастына, как нагрудное украшение, как ободок. Вот как нагрудное, вот она так идет. Вот интересно. Вот она более современная, с цепями. Есть также с разными бусами. И как гризна, да, получается. Интересное расположение. Ее можно по-разному носить. Вот. И можно сказать, что я запустила тенденцию вот на такого рода украшения, и она стала более такой популярной. Я хотела вот что-то такое универсальное украшение, чтобы для женщин, для каждой женщины, чтобы ее можно было носить и с праздничным образом, и с повседневным образом. И вот идея пришла вот именно вот такого рода. Теперь будем, наверное, собирать. Детали у нас готовы. Вот у меня есть проволока специальная для миди. Будем нанизывать бусы. Ну, выбирается любая вот тонкая, либо чуть, не слишком толстая, чтобы вот для бус она подходила, чтобы можно было их нанизывать более дырку, да, свободно. Обычные бусинки, да? Да, обычные, можно и натуральные бусы использовать, можно Бисер. Да, бисер, любой понравившийся материал, да. Она как нитка, но из проволоки. То есть вот так закрутили и отрезали лишнее, Да, вот так вот закрутили и отрезали. Обычно же пины, да, набирают бусины на пины, они такие тверденькие, как иголочки, да, а здесь ниточка. Можно и пины использовать, но они обычно только либо золотые, либо серебряного цвета, да. А тут, получается, мы используем медь, поэтому, соответственно, она соответствующая должна быть из меди, а не из сплава, допустим. Вот эти все детали вы заранее вырезали, да? Уже? Да. То есть это все вот ваше производство именно, вашего бренда. А как бренд ваш называется? Кюн Арт. Кюн, потому что я родилась там в Крес-Хаджае, да, из Тампонского улуса, и моя местность называлась Кюн-Карбют. Вот от этого вот оттолкнулась название моего бренда. Так, еще раз. Как вас находят? Ваши Можно покупательницы, найти, да. почитательницы? Я сдаю в магазины разные, либо участвую на ярмарках. Удивительное время мы живем, да, с вами, когда можно что-то свое производить, ну, прям дома, можно сказать, да? И с помощью социальных сетей рассказывать о своем творчестве, о своей работе, ну и тем самым зарабатывать.
не нужно ходить куда-то в офис. Но нары, то, что сняла для себя, вы сняли же, да, получается? Да, ну, сняла, потом уже в Будете следующем выкупать, да. будете, да? Мгм. Да, ну это будет очень здорово. А другая работа какая-то есть у вас, или это вот ваш Ну, основной заработок? это основная работа, и мне она всю мое время занимает. То есть я только вот этим и занимаюсь. То есть это ваша и Да, есть основная основная работа? работа. Ну и приносит, видимо, вам вообще невероятное какое-то удовольствие, да? Рабочий день со скольки у вас начинается? По-разному. Ненормированный рабочий день. Мгм. В этом, наверное, плюс вот самозанятых, да? То есть когда захотел, ну, тогда и открыл. Ну, хотя, с другой стороны, говорят, кто рано встает, тем Бог помогает. Вот, вы собрали, в общем, очень красиво смотрится, да, Примерно вот так будет. как жемчужные вот такие бусинки под жемчуг, да? Да, Это же бусинки? Да, это Мгм. бусинки. И вот такие висюлечки. Или как они называются, вот эти хвостики? Это хвостики, висюлечки, да. Все верно. да? Детали, Да. серёг. Посмотрите, какие красивые серьги получились. А вот эти ушки, или как называется, застежки, Это да? швензы. А, швензы. Ну, они уже готовы у вас, видимо, да? Нет? Они готовые под медь. Я выбирала, и под мельхиор можно выбрать тоже под серебро. Вы пришли в ювелирное дело со студенческой скамьи. Да. Моя дипломная работа, да, питерская, которая сейчас стоит в музее Хаваргана в Якутске. Можно также пойти посмотреть. Она где-то метровая, большой варган скульптурный, декоративно-пространственный. То есть я ее делала как дипломную работу, выбрала. Музей приобрел ее для своего юбилея, вот, на юбилей. А вы играете на варгане? Немножко на любительском На уровне. хомусе. На хомусе, да. Ну, говорят, играть на хомусе это очень полезно для здоровья, да? Да. Звуки такие завораживающие. Наверное, это вот такой древний-древний инструмент, который есть, ну, практически, наверное, у каждого народа. Вот эта вот проволочка, и вот сидишь, наигрываешь. Ну что, сейчас мы уже близимся к завершению нашего изделия. Ну, заканчиваем, да? Это вторую сережку собираем. Висюлечку осталось. И все это просто, потому что используется проволока, ну и как нитка, да? Вы завязываете, ну Да. не завязываете, а вот узелочки закручиваете, да? Закручиваю. Вот, да, и Она не они рвется. уже не порвутся, они уже вот так вот так будут держаться крепко. Да, вы очень ловко все это делаете. Рука набита, кстати. Да, рука набита уже. Наверное, с закрытыми глазами сможете собрать. На время. На время могу. Да. А сколько, кстати, по времени уходит на изготовление вот этой пары серег? Ну, например, на это, наверное, день идет. День уйдет. Ну, то если есть, целыми днями, да, если если- направленно только этими серьгами буду заниматься, то день, наверное, займет. На одну пару. Да, на одну пару. Это имеется в виду с вырезанием, да? И самая трудная работа – это, конечно, сама работа по металлу. Мгм. Я идеи беру за основу более такие
архаичные варианты, да, смотрю, изучаю, собираю аналоги и совмещаю с более современным стилем, со своим творчеством, как я это вижу. И получаются очень интересные вот, творческие работы. И ну, также интересно вот современные, более ювелирные украшения. И в основном пока вот для якутской аудитории я вот делаю якутские украшения более в своем стиле, например, вот более современном и архаичном варианте. Вот А такие были у нас- вас какие-то заказы, например, извне, за пределами республики? Кто-то интересуется? Ну, я пока только делаю для якутской аудитории. Пока что вот. Такие у нас получились серьги. Они уже вот, современные, ну, такие вот бижутерии, да. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня окунулись в мир ювелирного производства. Побывали в студии у Нары Мартыновой, посмотрели на ее работу, восхитились, удивились и приятного просмотра будущих работ. Приходите, покупайте, выбирайте, заказывайте. Нарыя замечательный художник и прекрасный ювелир.